Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Вековой рубеж. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева отметили столетие государственности Чеченской Республики. Я уверен, что сегодняшний дон, единство дон, никогда не разрушится дон. Все для образования. В Грозном открылась новая современная школа на 1224 места. Уже сейчас около 900 перду. 300 берделя, 4224 опушка. Будущие хранители Корана. В Шалинской школе хафизов имени Дурди Шейха состоялся второй набор муталимов. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. ديل يلشن صلى الله عليه وسلم يا ما يعش بيامر صلى الله عليه وسلم خت أخواتش يمشي عوتي بوخش هقع وات اتدور بوخش يا حري صفا مروت أول شيلان بوق حاج أداش حاجنز إن أول ويسعوا ديش داس ليلش أتصفى مروت يحكرين خلير خديجة وي بيامر صلى الله عليه وسلم وي بيامر شاواتر جبرائيل ملاك در عليه السلام إلش وتشديان جبرائيل ملاك در عليه السلام ويبايه مريء يا محمد خديجة تهون يوخش إليرسو خديجة تزامن قحاء يوقستجيو تسأل وحكة تخليه رئيس بايه مرني أم يحش بايه مرحلة سريس إلير السلام مارش الغيلتون جبرائيل ملاك إدر عليه السلام يا رسول الله خديجة تحون يوخش الله ديلير سلام مارشال دوحون تنقديان الله ديلير سلام مارشال دعلو لحسنك إيلير سوا شيغر سلام مارشال ديش لحسنك إيلير بوخ بو إذا قبوخ بوخ اللي شيوش. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. 100 лет дорогами испытаний и побед. Мероприятие с таким названием прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. События посетили почетные гости, заслуженные деятели науки и культуры. Глава республики поздравил жителей региона с юбилеем и пожелал процветания и благополучия. Участники мероприятия отметили роль Ахмата Хаджи Кадырова в становлении мира в Чеченской Республике. Подробнее о событии расскажет Диана Хармуш. Учителя, врачи, строители, органы правопорядка и молодежь на праздновании Дня Республики Рамзана Кадырова встречают все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона. В Доме торжеств руководителя субъекта ожидали памятные подарки. Это юбилейная монета, почтовая марка и книга, посвященная столетию чеченской государственности. Чеченская Республика марк выпустит почта России. Там решение хилладин дал, но когда это уже бог виду. وأرخيمنا управление عائل порученец бин бохбар 100 лет чеченц. Шайк архивный материал задокументирован. Выпустить харбох мон свел в республик Польш на хек лайн бан шадик документ что дохдик исторический документу. Аха тот белгал дахканду амадаж лилне ويدايش حقق هينس دول حل اتخينا الريسبوبليك خوتشينا اي حل غلا اتخينا تاجي تشيك تداخل طبعا داونو عمد عجارة الويقومو يتشيك تاكن وريسبوبليكا داخوتن ويقام اتخينا تارليخك ويقام تحقام غل ديزل بوشدو مصنع عيش يتحقام غل ديل بيرت هنا عمد عجي شو بيرت وهذا تحقام غل داخوتن داعي بيرت. Открывая торжественную встречу, со сцены выступил председатель парламента, который поздравил главу региона и жителей республики с праздником и зачитал поздравительный адрес президента России. Позвольте зачитать поздравления от Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России,
президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие жители Чеченской Республики, поздравляю вас со знаменательной датой, столетием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем, родиной искусственных мастеров и бесстрашных воинов. Бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи. Сохраняйте твердую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами. И сегодня в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию. Отмечу, что в последние годы в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в ее процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов, интересах Чечни и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего. Владимир Путин. В это же время глава государства позвонил Рамзану Кадырову и лично поздравил его и весь чеченский народ со столетием образования республики. Тем самым президент России еще раз подчеркнул особое отношение к главе региона и его жителям. Только что мне звонил наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий. Он сказал, что не только письменно, он хочу поздравить и лично хочу поздравить чеченский народ за то мужество, за то терпение, за то, что наш народ, он объединился вокруг Ахмад Хаджи и сделал правильный выбор. И это выбор сегодняшнего процветания нашего региона. Он поздравил весь чеченский народ и пожелал удачи, счастья, благополучия. Республика, молодой республики Украина. Ну, события, что он чтобы объединиться, стать единым кулаком, и быть вместе, это дорого стоило, мы дорого заплатили, так можно сказать, удачи, махло, что так, шайк тем, что сколько у нас было войн, поэтому нам Всевышний дал Ахмад Хаджи, верующего человека, который знающий, ислам не понаслышке, а сам изучил, каноны ислама, и благодаря тому, что он полностью владел, политической ситуацией мирового сообщества, это мир, процветание, это сказать слово своему народу, В конце концов, за 100 лет, народ сказал в 2003 году свое слово, и определил свое будущее. Это выбор, который они сделали, что хотим жить в составе Российской Федерации, хотим быть частью этой великой страны. Я уверен, что сегодняшнее единство никогда не разрушится, и мы будем праздновать еще столетие, 200-летие, 300-летие. Первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в этот день вспоминал каждый, кто поднимался на эту сцену. Ахмад Хаджи Кадыров إذا حاول أورمي وحوسي Del gerger nach bolş, elim nach bolş, dik nach bolş, murdaş bolş, onği bolş nachach. Şahavel, şavok elim sak bolş, del gerger çağış her bol, ve her bart bolştolama, del gerger çün bagar ari olşal abiyat sene dak çuqiyet şek. Miloh bolş olsa god adi yusuk ne dak çu saqiyet, dak çur hada olştak be dak çu saqiyet Allah elim nach. Sonda era, son bagar hayol şkhilol nuriya, ine dak naqiyata İşt bin bu oqon bir del gerger çağılç xili şoş boğbats, qonaq sak çağılç xili şoş boğbats, denal çağılç, commercial çağılç, şi
дин диязар, қам диязар, мох биязар сағелче, хар бог балур бац. Кульминацией торжества стало вручение наград. Так президент России удостоил орденом почета вице-премьера, министра автомобильных дорог республики Абубакара Тумхаджиева. Почетные грамоты от главы государства получили первый вице-премьер Иса Тумхаджиев, заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Ибрагим Закриев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров, а заместителю руководителя администрации главы и правительства Салману Гадуеву Рамзан Кадыров вручил благодарственное письмо за подписью Владимира Путина. Памятной медали «100 лет образования Чеченской Республики» удостоены муфти Сала Хаджи Межиев и Кюра Чубиев, которому в этом году исполнилось 100 лет. Кроме того, от регионального общественного фонда долгожителю вручили материальную помощь и ключи от новой иномарки. А также из средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выделяются денежные средства. Затем на сцену поднимались историки, которые в своих выступлениях отмечали роль Ахмата Хаджи Кадырова в завершении процесса формирования чеченской государственности. Успехи региона в наши дни стали результатом его созидательного курса. За прошедшие 100 лет республика пережила много трагических событий, но каждый раз чеченский народ показывал свою непоколебимую волю к миру и жизни. Курс процветания и благополучия заложил первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Благодаря его деятельности республика стала одним из процветающих и динамично развивающихся регионов России. Диана Хармуш, Адам Яхяев, Аслан Висхаев. Неделя. В Исаитовском районе города Грозного открыли новую современную школу номер 12, рассчитанную на 1224 места. Большое учебное учреждение включает в себя 2 бассейна, 2 спортивных зала, просторные кабинеты, оборудованные в соответствии с образовательными стандартами, а также лаборатории. Школа построена в рамках программы развития образования в Чеченской Республике. Участие в торжественной церемонии открытия принял глава региона Рамзан Хаджи Кадыров и другие почетные гости. Подробнее в сюжете Седы Хасиевой. Новый учебный год в новом учебном заведении. Учителя, школьники, их родители, а также почетные гости во главе с Рамзаном Хаджи Кадыровым собрались на торжественной церемонии открытия школы номер 12 Исаитовского района. С приветственным словом выступил министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев. Лерми Ахмад Хаджи Рамзан Тадикпач Рамзан Хадж Хумарша Угила Дедика Хила Навосадек Марш Догил Эджуа Хтан Лерде Кастен Хазде Дезде Дуэйн Хунда يلغو سنتبر شيء زر شغل شرط وحاول حلقة بتش عمد حاجة غازد قبل دول سنخ نخشي ريسبوبليك أجر خلج زامنا خلج مريح يلج خينا يلغو سنتبر دين гражданского согласия и единения день Чеченской Республики البلغال دقن ددوار تغنا تقشوخان زام يلج خينا خا ملج خلج مريح خلج دين نخشي خلق نخشي قامدو يسوين دال حقويش دو هرشو إشتا نخشي республики государственность олвается нахценах башоқоч шерх шодуара мох диепш бу галнаш ерч районш диепшуайн иш диебард содол что нохчи халка текуш дол чор содол что демографический процесс yok yolç Российской Федерации халхарч метаю yolç нохчи чуенна таган кастен үш социальный объект царах цак ютаган ва хайыл шола еги нохчи Российской Федерации yolç школ шу айқи чаря цаш школвар хундалчи цайзер шибат айди бер цансмера вахал шу школвар. В своем выступлении глава региона отметил, что сегодня подрастающему поколению республики создаются все условия для получения образования. Однако так было не всегда. Рамзан Хаджи Кадыров напомнил собравшимся о периоде, когда посещать школу детям было и вовсе небезопасно. وي مخن دزددون تاق بعشقا چرچيدون وي государственностон تاق دين Чеченской Республики غلديدون издон ملچخينا عامد عش دقيقين يردون اسخي الدين وشكا بيش شكولي دغيت دينانوي شاش تسبح ودعو تردات شكولي دون تاق безопасно, да, дон قيرن بودون بوش أحمد عايش ويدون تران داخل ويش تعتدول دا ويداخل داور دات دون ويقيم مشغربات دون ويدون
Да, мола школ школю, вайдона культурный объект школю, вай спортивный объект школю, вай истидадю далдиз, обашар шо адона, вай дукудона, خلون شكل ومختخ وشين دمخ دون شكل لويدون تران دون ويدون خش من بريات دون أوشك دون من بريات دون تعزر دون شبع دون بير شديد شكول قاش كول بير حدا لين تروسبين دايوكش دون دايول شكول أردون هوكا بسين سبورتزال مصو أسلوبيوش دون تران مصو متى دون سبورتيني площадок شويش при школах, да, шайк условия, что есть, да, да, по программе, да, и на по ей тоил школу, да, ел, что, до 24-го, да, 34-30, точно, 38, да, школа, да, ели, что, так, есть юли, на ю, да, так, вы могли да, что цено, что, да, фонду, да, под 50 цено, да, так, по, да, программе, да, тоже дон, ценощен дон, переселение дон, идешь дон, аварийный жилье дон, тоже дон, дуку дон, хусмашина дон, аква республика да молавы, дахар, талушту, хазлушту гордина, вы дон, Россия, дештолк, амнях, قولك عمدو إيق عمنا شو قادونا رسين تيادون خلوي أنشينا أقليدون دقدا لوش دعوتن قامدو داك قدادونا إيش داخل دو دا مولادون دا وي دايوال شرشكول بيرك ديخلي تويل هوك شوادون قيردو بيرش دون قيتور قيوريح علم عام وريع دونا ديشر دون دوز ريع دونا تويل دوش دونا قان دونا شاش شي قادو يخوش ويقوم داخل دون ولا يش دونا تغن دون دا تسار بول بيشر ديشر ديها قان شوي قوم بايدي اخر بو. Затем все собравшиеся сделали дуа, после чего глава региона разрезал красную ленту и лично оценил условия, в которых будут учиться дети. Уже сейчас около 900 перду, 300 берделя, 4224 yok şkollara. Дарато года. Суна школе вот тогда на халзим вот школе вот ларсу. Инзам школе вот тогда сундар. Школу построили в рамках нацпроекта образования. В комфортных условиях новый учебный год встретят сразу 810 учеников. Также здесь трудоустроят 176 человек, в том числе 111 педагогов. Я хочу выразить в первую очередь благодарность Герою России, главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за возможность, за такую прекрасную возможность, которую нам предоставлена, нам и детям, учиться и работать в таких чистых современных кабинетах. А детям и родителям я пожелаю самое главное, чтобы наши дети выросли настоящими людьми, достойными представителями чеченского народа. Помимо уроков, дети смогут посещать различные кружки и спортивные секции. Для этого есть мастерские, например, швейная и слесарная. А настоящая гордость школы – бассейн. К слову, их здесь даже два, впрочем, как и спортзалов. Эта школа большая и просторная, поэтому неудивительно, что здесь целых два спортивных зала. Один в площадью в 288 квадратных метров, другой в 540. Также здесь есть все необходимое для физической активности детей. На территории школы также построены спортивные площадки. Здесь ребята смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол. Седа Хасиева, Мальки Мурзаев, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава Чеченской Республики встретился с командирами новых батальонов и полка Минобороны России Заинди Зингиевым, Мусой Иблаевым, Исмаилом Агуевым и Асланбеком Салиевым. Они обсудили имеющиеся в подразделениях вопросы и другие организационные моменты. Рамзан Хаджи Кадыров передал военнослужащим ключи от внедорожников, приобретенных региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В свою очередь, командиры подразделений поблагодарили главу Чеченской Республики за всестороннюю поддержку. Они отметили, что регулярная помощь Рамзана Хаджи Кадырова и регионального общественного фонда помогает эффективнее решать боевые задачи.
زينة لا يعرف هذا الوين لا سايو شيف هذا قلت أعطونا مصومة ميال دول ما كل يجدو دام ولا وهون يو ومن سو مصوم شات دوكس دام ما شات دو ساعة ولا ميال يجدون. Из Грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции на Донбассе отправились бойцы 4 элитных подразделений – полка «Север», батальона «Юг», ОМОН «Ахмат Грозный» и полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской Республике. В рядах союзных войск они будут выполнять задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным. Это нейтрализация украинских нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи. На территории Украины идет специальная операция военных освобождений граждан Украины от этих нацистов, бандеровцев, от этих шайтанов. Мы готовы выполнять любые сложности, поставленные задачи верхоглавнокомандующими и главой Чеченской Республики. Наши бойцы не первый раз здесь там участвовали. Мы всегда находимся в готовности и выполнять поставленные задачи. Я уверен, что опять наши бойцы выполнят поставленные задачи 100%. Хочу сказать огромную благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Он оказывает все, что необходимую помощь. И фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, Даггар, Сайт Арахи, управление Росгвардии, Арах, Баркал Дересал, Дарсио, Дахава, Пачана, Иштва, Мяхнан, Аман, Несина. Председатель парламента региона Магомед Даудов и другие высокопоставленные чиновники приехали в аэропорт, чтобы поддержать чеченских бойцов перед отправкой на Донбасс. Они пожелали военнослужащим удачи и крепости духа. В Шалинской школе хафизов имени Дурди Шейха состоялся второй набор учеников. 101 муталим приступят к изучению священного писания. Для ребят провели вводный урок, а также разъяснительную беседу о нормах и порядке в учреждении. К слову, в школе есть все необходимые условия для изучения религии и всестороннего развития. Подробнее расскажет наш корреспондент Седа Хасиева. Для многих людей детство – самое беззаботное время. Однако эти ребята свою юность решили посвятить по-настоящему благому делу – изучению священного Корана наизусть. Эта задача требует большого усердия и трудолюбия. Шалинская школа хафизов, в которой и будут обучаться юные мутаалимы, считается одной из самых образцовых. Здесь большое внимание уделяется строгой дисциплине. Перед началом учебы с детьми и их родителями пообщался известный богослов, советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов. ديل كلام قرآن دقح عامو دعبيولوش دهن حلخر دو قير دينا نوي بولشير دول ديش بلش وحقيق ربحان هدو وزع دورش دول نظام حل شون دعدو زيتا شوخة خينا وستي خليتا شو حقيق نايش شوك دي خرده دورش دول حل دوزا دوزيت شو دوزو الشيخ دام ولا حافظ خربو هر شيلر حافظ هر شكول سنة قشرة متعلم شا قرآن دقا عامون وش بحكينا هر حجر شو ليش عن صاحي اللادات ها هر سن دق إكزامين شلو شا متعلم شخلبات избог дел иетам. В этом году в школе будет обучаться 101 мутаалим. Их распределили на 5 групп. Каждый из юношей целеустремлен и хочет быть полезен для других мусульман. Я хочу быть полезен для людей. Я хочу много учить Корана. Я знаю Амма Жуз и много суров. Хочу учить детей, чтобы они тоже пошли, как я, в школу. ديل ريز خلال أردر ويبتشان هرمت كشيرنا ليلرنا أقداق ميالوش وصل بشتغن قميال حيوكشانا الله ريز خلال الأردر جو مجتايرسا ديزو خوقني قرسا يحقو إشبرش إيمان يحقو ورباسر تيلولر نيجرگر نيجال Возраст мутаалимов от 9 до 12 лет. Сразу после набора для них провели вводный урок. В процессе обучения каждому из ребят будет применяться индивидуальный подход.
تعوي غريل باميتوش خل تعوي ديك حلوش ويجا خل ديك حتلوش ويجا خل بيري حجين خلي بيري حجنا صن جرافيك программ تخوتيجي بيرد عتسا دولة صن قرآن عام رداتسا. В Шалинской школе хафизов есть необходимые условия не только для изучения религии. Здесь ребята могут развиваться и физически. Для этого в учреждении есть спортзал и большое футбольное поле. Юные мутаалимы будут обучаться в школе 3 года. За этот период они полностью пройдут программу по изучению священного писания, после чего им вручат сертификат об окончании школы хафизов. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Итумкалинском районе состоялся автопробег, посвященный к столетию Чеченской Республики. Десятки машин с флагами проехали от села Итумкали до Ушкалоя. В автопробеге приняли участие как работники администрации района, так и местные жители. В конце маршрута их ждал праздничный концерт. В американском университете открылся культурный центр для мусульман, а в Хорватии распахнула свои двери первая эко-мечеть. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В университете американского штата Аризона открылся культурный центр для мусульман. Таким образом, руководство вуза намерено создать для верующих максимально комфортные условия. Как пояснили в учебном заведении, в мире огромное количество людей, исповедующих ислам, которые подвержены гонению. Поэтому важно, чтобы каждый из них ощущал себя принятым. Руководство мечети Восточного Лондона инициировало День открытых дверей. Гостям показали внутреннее убранство святыни и угостили английским чаем. Также люди иных конфессий смогли понаблюдать за совершением коллективной молитвы. Акцию организовали с целью популяризации ислама. В Хорватии распахнула свои двери первая эко-мечеть. Святыня построена по уникальному проекту. Источником электроэнергии в ней станут солнечные панели и фотоэлектрическая установка. Посещать ее смогут и туристы. Авиакомпания «Ютейр» обновляет линейку блюд. В ассортименте появится халяльная продукция. Заказать еду в полет можно на официальном сайте при покупке билета и регистрации на рейс. Таким образом, компания пытается проявлять внимание ко всем, вне зависимости от национальности и веры. Аномальная засуха настигла Индию. В связи с этим в местном водохранилище округа Навада значительно снизился уровень воды, а глазам общественности предстала древняя мечеть. Сообщается, что она была затоплена несколько десятков лет назад из-за строительства дамбы. Дальнейшая судьба находки остается неопределенной, но местная молодежь с интересом изучает восставшую святыню. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной столетию со дня образования чеченской автономии. Ее дизайн выполнен в национальном стиле. На лицевой стороне изображены главные достопримечательности и герб региона. Тираж составит 23 тысячи экземпляров, каждый номиналом 100 рублей. Руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов в своем выступлении отметил, что совсем скоро почтовая марка разлетится по всей сети почтовой связи. Сегодня у нас день единства республики, единения народов Чеченской Республики. И в эту дату мы посчитали необходимым, Рамзан Ахмат, что это неотделимая часть нашей государственности. Сегодня мы подводим итоги становления Чеченской Республики, посмотрели в эпоху развития нашей республики и видим тот созидательный труд, который мы на пути Ахмата Хаджи Кадырова работаем, двигаемся вперед, не останавливаемся, и республика идет вперед, можно сказать, семимильными шагами. И сегодня с полной уверенностью во главе с Рамзаном Ахматовичем мы можем сказать, что Чеченская Республика как таковая, неделимая, единая часть России состоялась. На мероприятии присутствовали почетные гости, которые поставили подпись на марочной продукции. Тех, кто принимал активное участие в выпуске юбилейной марки «100 лет Чеченской Республики», наградили благодарственными письмами администрации главы и правительства. Также им подарили памятные рамки со спецгашением. В
В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло награждение победителей творческого конкурса «Мы за здоровый образ жизни». В нем участвовали школьники со всей республики. Из представленных рисунков жюри выбрало 3 лучших. Первое место заняла Иман Кушалиева из села Новый Центарой. Организаторы вручили ей грамоту от Миннацинформ и цветы. Мы сегодня наблюдаем за тем, как народ, наш многонациональный народ Чеченской Республики очень активно перешел к здоровому образу жизни. Это можно заметить на наших детских площадках, на наших многочисленных прекрасных стадионах, игровых площадках. До 1 октября этого года жителям региона необходимо подать заявление на получение ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет. Такая мера поддержки предназначена для нуждающихся семей, доход которых меньше прожиточного минимума. Размер пособия зависит от дохода родителей ребенка. Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого из них. Ежемесячная выплата назначается на 1 год и продлевается по заявлению. По заявлениям, поданным на ежемесячную денежную выплату на детей от 8 до 17 лет до 30 сентября текущего года, выплата будет осуществляться с 1 апреля 2022 года. По заявлениям, принятым после 1 октября 2022 года, выплата будет осуществляться с месяца подачи заявления. Также хочу особо подчеркнуть, что после 1 октября не будет осуществляться перерасчет с 1 апреля, но ежемесячная денежная выплата будет осуществляться в обычном режиме. Хочу отметить, что отделением Пенсионного фонда по Чеченской Республике одобрено уже более 106 тысяч заявлений на назначение ежемесячной денежной выплаты. Это более 220 тысяч детей. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!